Конкурса на лучшее подсобное хозяйство продолжают борьбу за призовые места. Сейчас проходит второй этап определения победителей. По итогам конкурса отберут 13 финалистов. За первое место обещан денежный приз в размере 1 миллиона рублей. Разнообразие фруктов и овощей можно увидеть на участках Фатимы Измайловой и Забрат Боковой из Карабулака. Тамара Хашагульгова оценила. Аж смородине черный, красный явый, черный я. Малина. В семье Фатимы Измайловой смородина, можно сказать, любимая ягода. Она неприхотлива, богата витаминами и имеет прекрасный вкус. Ажир ваша те, малина те, варенье, тоже ассорти можно делать. Духа компот жизнь, видишь ты? Духа компот жизнь. Хосхол компот, хосхол ках. 2 десятка кустов помидоров, столько же с огурцами. Чуть дальше грядки с редиской, свеклой, сладким перцем и баклажанами. И это еще не весь список овощей, которые Фатима Измайлова умудряется выращивать на 8 сотках земли. Этот участок кормит всю семью. Примерно наш помидор и цары, большая разница. Обед кишли дизи, разносится ачуалмар, весь чимали, под рукой зелень. Квартал, кабуц, шималю хамик, обед кишлеш, бишер хамдак хадарига, ицидиш. Секрет обилия выращенных овощей и фруктов прост – максимум внимания. Поэтому и сажать их нужно с хорошим настроением, иначе не вырастут или заболеют. О своих зеленых подопечных Фатима даже рассказывает с любовью. С любовью просто ухаживать. Квартал давит шандик настроение уже есть. Хоз настроение уж. Хахулка значит, с любовью ухаживать держать. Дух здесь хам, здесь даже, здесь они ходят, а ухаживать держать. Он здесь есть отдачи. Этим же правилом руководствуется и Забрат Бокова, пожалуй, самая старшая участница конкурса на лучшее подсобное хозяйство. Мать 7 детей и бабушка 24 внуков. Свои 77 она и не думает об отдыхе. Тяга к труду и желание приносить пользу своей семье берет верх. Обилие плодовых деревьев и кустарников поражают взгляд. Все эти культуры в хозяйстве соседничают по законам огородничества. Ждых фасхол клубники. А я раньше вырживал бы, да, багаргери, а я шпанк бы. Дар бар черный сливы бы, цендер бар груши бы. Да, я яблоки син аж бы, да, семеринг садны. Весь посадочный материал у Забрат Боковой свой. На рынке семена она не покупает уже очень давно. Поэтому овощи с ее огорода отличаются от покупных своим вкусом и видом. Я дитя скачал, я хаехи, а юхкасиш, так юхши авашки, утас авашки, дали семена, хадохкас. Выращенные овощи и фрукты кормят семью Боковых круглый год. Помидоры и огурцы отправляются на засолку. Часть отдают соседям и родственникам. А из персиков, смородины, вишни, сливы и клубники делают варенье, джемы и компоты. Все для детей и внуков. Внучка 24 высы. Царь мужик и высоче. Царь я кача ворбанки, 3-литровый. А я компот я, царь бьеп. Помимо сада и огорода в хозяйстве у бабушки еще 14 овец, корова, несколько бычков, куры и даже пчелы. Ухаживать за всей этой живностью ей помогает младший сын. Обе конкурсантки надеются получить главный приз – 1 миллион рублей. Фатима в случае выигрыша хочет начать разводить пчел, овец и кроликов. А вот бабушка Забрат планирует с родными купить материалы для строительства теплицы и увеличить число пчелосемей в своем хозяйстве. Тамара Хашагульгова, Адам Далаков, Новости 24.